Этот борцовский зал местные жители построили своими силами. Людям просто надоело, что их дети праздно шатаются по улицам в поисках приключений. Народная стройка длилась менее года. И вот скоро здесь состоится турнир, в котором примут участие 300 юных борцов. Воодушевленные результатами кижингинцы готовы поделиться опытом с другими районами. Хотим, чтобы это все полностью распространилось, увеличилось, поэтому мы все полностью делаем таким образом, чтобы детей все взять здесь, обнять все полностью, чтобы они у нас между нами было, чтобы мы знали, что делают они, как делают, как живут все полностью. Вовлечь детей в занятия спортом. Сегодня это один из наиболее эффективных способов профилактики подростковой преступности. В районе регулярно проводятся соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек. Все более популярным на селе становится и стрельба из лука. Ребята под руководством опытных наставников приобщаются к древнему искусству. Действительно, мы начали заниматься именно национальным видом, но возрождение идет. В рамках программы «Та Антонию так» традиция жива. На базе Верхнекижингинской школы недавно открыли социальную гостиную. Она стала настоящей отдушиной для детей из неблагополучных семей. В данной школе работает филиал музыкальной школы, и все дети занимаются хореографией. Благодаря спорту, различным социальным проектам и взаимодействию ведомств в Кижингинском районе уровень подростковой преступности снизился. Однако проблемы все же остаются. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних сегодня состоят 38 детей. По мнению депутатов Хурала, особая роль в профилактике правонарушений отводится местной власти. И я не зря же обращался к главам поселений, что они первые те, кто увидит, семья начала не тот образ жизни, да, и он должен первый забить тревогу. И на этом поймать эту семью, чтобы она дальше не опускалась, поддержать ее и выправить. Как отметили участники круглого стола, необходимо как можно раньше выявлять семейное неблагополучие. Александр Масляков, Булат Бадмаев, Вести, Бурятия.